Осенний призыв в самом разгаре. Потенциальные новобранцы проходят медкомиссию. Это обязательный ритуал для каждого, где и становится ясно, годен к военной службе, либо нет. Для Магомеда Булгучева очередная повестка в армию стала неким знаком. Молодой человек отучился в колледже и твердо решил связать свою жизнь с военным делом. Военная карьера был от Таких же ребят призывного возраста только в Сунжинском районе около 700 человек. Но чтобы отправиться служить, нужно иметь крепкое здоровье. Медкомиссия проверяет всех тщательно. В случае, если у врачей возникают вопросы, они отправляются на дополнительное обследование в поликлинику. Чаще всего у молодых людей встречаются проблемы со здоровьем и давлением. Вот ребята молодые, здоровые, давление меришь, а у них бывает 140, 150. И когда спрашиваешь, ведешь опрос, они говорят, вот я выпил там энергетики всякие, вот адреналин. Вот их прием очень пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему, подъем артериального давления. А ребятам, которые 22-25 лет, это очень плачевная ситуация, которая в последующем вытекают тяжелые хронические заболевания. Поэтому я бы на это тоже хотела бы обратить внимание. И вот эти в телефонах они сидят, и вот эти энергетические напитки, это все вот много у нас бывает с годен, с незначительными ограничениями, но не очень много бывает негодных. Негодных освобождают от военной службы. В основном такой вердикт связан с хроническими или врожденными заболеваниями. У нас негодные бывают с язвенной болезнью желудка, с бронхиальной астмой, с эпилепсией бывает, хронической почечной недостаточностью, там, миопия сложной степени, деформация грудной клетки, псориаз, такие вот, или какие-то психиатрические заболевания, естественно, неврологические, если там есть грыжи или какие-то вот сопутствующие черепно-мозговая травма, такие тоже, к сожалению, вот после ДТП, вот такие вот тоже ребята, к сожалению, бывают. В условиях пандемии здоровью призывников уделяется особое внимание. Новобранцам, ко всему прочему, необходимо пройти и экспресс-тестирование на коронавирус. А лучше всего будет сделать вакцинацию, говорят медики. У ингушских новобранцев есть возможность выбрать подходящие войска, в том числе и элитные. В принципе, разный хул, вплоть даже водитель обязан болуш. Эгер, в принципе, распространенный есть самый такой водитель обязан болуш хул. Есть ребята, которые спортивные достижения через в основном УАХ, КАХЭК, в элитные подразделения, чтобы попасть в должь. ВДВ, ВВС, ВКС. Пока на месте старого военкомата Сунжинского района строится новый, комиссариат временно расположился в здании бывшего университета в Сунже. Призывная кампания проходит планово и завершится в конце декабря. До Нового года ряды вооруженных сил должны пополнить чуть более 130 тысяч человек по всей стране. Почти столько же пополнили армию весной. Через считанные дни уже третью группу новобранцев осеннего призыва отправит и военный комиссариат Сунжинского района. Зелимхан Калоев, Рамзан Зурабов. Новости 24.